Главные события среды 18 октября в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Владимир Путин выступил на третьем международном форуме «Один пояс, один путь» в Пекине. Основными темами стали международное сотрудничество и развитие транспортных коридоров. Илтумен принял поправку в бюджет Якутии в сторону увеличения доходной части. Общий объем доходов бюджета составит почти 323 миллиарда рублей. Более полумиллиона штрафов заплатили владельцы собак в Якутии за нарушение правил содержания домашних животных. Самым распространенным нарушением остается самовыгул. 12 детей родились в перинатальном центре Якутска в День отца и День матери. Торжественная выписка сопровождалась подарками и памятными удостоверениями. Безопасное образовательное пространство, в котором есть весь необходимый учебный функционал. В Якутии представили учебный профиль «Сферу». В Пекине в Доме народных собраний на площади Тяньаньмэнь состоялось открытие третьего международного форума «Один пояс, один путь». Как отметил президент России Владимир Путин, Россия и Китай, как и большинство государств, разделяют стремление к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству в целях прогресса и социального благополучия при уважении цивилизационного многообразия и права каждого государства на собственную модель развития. По его словам, как раз инициатива «Одного пояса, одного пути», которая строится на таких принципах, позволяет создать интеграционный контур, где обеспечивается свобода торговли, инвестиций, труда и взаимосвязанная инфраструктура. Еще один коридор от Арктики на юг мы планируем на Дальнем Востоке. Его элементы также формируются. Это железнодорожная ветка от Бама в Якутию, мосты через Лену, это огромные сибирские реки, через Лену и Амур, Тихоокеанская железная дорога, модернизация автомобильных трасс, создание глубоководных терминалов на восточном участке Северного морского пути. Все эти транспортные коридоры с севера на юг, в европейской части России, в Сибири, на Дальнем Востоке открывают возможность напрямую соединить, интегрировать Северный морской путь с крупными логистическими узлами на юге нашего континента, на побережье Индийского и Тихого океанов. В Российском фонде прямых инвестиций отметили значимые темпы увеличения грузооборота между Россией и Китаем по первому и единственному железнодорожному мосту. После открытия движения в ноябре 2022 года по мосту прошло более 550 составов, которые перевезли порядка 2,5 миллионов тонн грузов. Среднемесячный грузооборот по этому мосту между Россией и Китаем с момента запуска вырос более чем в 5 раз. По итогам 2022 года товарооборот между РФ и КНР составил порядка 216 миллионов тонн, сохраняя тенденцию к росту. С учетом проектной мощности моста, его вклад в рост товарооборота между нашими странами может составить до 10%. По прогнозным показателям, в 2023 году общий объем доходов государственного бюджета Якутии составит 322,9 миллиардов рублей. Парламент республики принял поправки в закон о бюджете с увеличением доходной части на 26 миллиардов. Как сообщил вице-спикер парламента Юрий Николаев, на более чем 10 миллиардов изменился налог на прибыль, на 11 изменился налог на добычу полезных ископаемых, плюс 3 миллиарда рублей – это федеральные целевые средства. Минтранс Республики уточнил информацию о тарифах на паромы, осуществляющие перевозки по маршруту Якутск-Нижний Бестях. Так, Ассоциация строителей АЯМ продолжит осуществлять перевозку всех транспортных средств на паромной переправе по летнему тарифу. Паромы Якутии сохранили летние тарифы на перевозку грузовых транспортных средств в целях завоза социально значимых грузов для населения республики. Однако в межнавигационный период навигации на перевозку легковых автомобилей тарифы повысились. По состоянию на сегодня, 18 октября, по маршруту Якутск-Нижний Бестях задействованы 12 единиц паромов. Движение начинается с 5 утра и заканчивается ровно в полночь. Интервал движения при этом составляет 30 минут. В Якутске, по данным на 17 октября, 3677 детей с начала сезона гриппа перенесли ОРВИ. Еще почти 1500 детей переболели другими сезонными заболеваниями. Коронавирусной инфекцией заболели 5 детей. В Якутске 27 классов в 15 школах закрыты из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. 797 школьников переведены на обучение с применением дистанционных технологий и электронного обучения. Также на карантин отправлены 607 детей из 19 групп в 14 государственных детских садах.
Напомню, ранее Роспотребнадзор предписал школам уходить на карантин при отсутствии 20% учеников. Для организации безопасного дистанционного образовательного процесса ведется активная работа по внедрению информационно-коммуникационной платформы «Сферум». В Якутию с рабочей поездкой переехал представитель платформы. По видеосвязи эксперт рассказал преподавателям образовательных учреждений, а также родителям о принципах работы сервиса. Разработка «Сферум» является полностью российской. Все данные обрабатываются и хранятся на защищенных серверах на территории нашей страны. Сервер позволяет создавать чаты, запускать групповые индивидуальные звонки, обмениваться файлами, создавать опросы и переходить в электронный журнал и дневник. Есть очень холодные периоды, когда, к сожалению, у нас бывает дистанционное обучение. И вот платформа Сферум как раз разработана для системы образования с точки зрения вот как раз дистанционного образования. Родители столкнулись с тем, что приходилось устанавливать по 3-4 системы ВКС и сидеть и думать, в какой сегодня у нас будет урок. Сейчас очень часто мы сталкиваемся с тем, что в зарубежных мессенджерах, там WhatsApp, Telegram, есть рекламные рассылки. То есть как мы можем быть уверены за детей, что вот они не получат не запрещенный контент. В декабре текущего года планируется завершение строительства и ввод в эксплуатацию последнего объекта по программе Федерального фонда и единственного на сегодня включенного в единый реестр проблемных объектов республики жилого дома по улице Автодорожная, 19Б. Историю долевого строительства узнавала моя коллега Марфирина Алексеева. Вот моя квартира на третьем этаже, вид на крышу, планирует продолжать озеленение свое. Здесь у нас двухэтажная, сказали, балкон. Полные надежды дольщики более 6 лет ожидания впервые увидели свои квартиры. В 2017 году около 200 граждан вступили в долевое строительство с компанией «Монолитстрой». В 2018 компания обанкротилась, успев только установить сваи многоэтажного дома. 4 года дольщики жили в неведении о дальнейшей судьбе дома, при этом исправно платя ипотеку. Жили в съемной квартире, параллельно еще оплачивали ипотеку. Вот это получается. Нам приходилось кое-как свой бюджет урезать, экономить. До недавнего времени, получается, мы не надеялись, что получим квартиру. Мужа и жены обоих пенсия полностью туда уходит. Но несмотря на это, все это время, 6 лет, мы платили эту ипотеку. Пожилые люди даже квартиры этих не увидят, потому что у некоторых уже ушли в иной мир. Это стресс, поэтому отчаяние, очень было отчаяние. Эти 3 года жили как бы между небом и землей. Некоторые даже квартиры снимали, некоторые бесквартирные были. В октябре 2019 года в Якутии был создан Республиканский фонд защиты прав дольщиков. Тогда граждане провели соответствующие процедуры, чтобы по объекту было принято решение о завершении строительства. И нам нужно было доказать, что нам нужно было достроить. Потому что компенсация, она выдавалась только по ценам, по которым мы приобретали квартиры. А за эти годы, конечно же, стоимость на квартиру возросла почти в 3 раза. Проводились экспертизы, писали письма, то есть доказывали. Вот это, конечно, большого труда стоило. Но отстояли, нас поддержали, самое главное, мы были услышаны. В 2021-м фонд подписал соглашение с Федеральным фондом о финансировании завершения строительства проблемного объекта. Размер финансирования составил 380 миллионов рублей. Мы прошли весь цикл изысканий, проектирования, обследования, прохождения государственной экспертизы, отбор конкурсной генподрядчика. И как раз мы 23 октября заключили договор с генподрядчиком «Стройиндустрия», добросовестным, ответственным, который почти за год с небольшим поднял с цокольного этажа до 16-этажного дома. На сегодняшний день строительная готовность объекта 88%. Завершены работы по установке отопительной системы, получены акты на подключение всех ресурсов. Ведутся отделочные работы и установка лифта. Очень большое спасибо, кто нас поддержал, бесструнное правительство, Александру Николаевичу, стройиндустрии, который нам помогает. Эмоций очень много, но я много сказал. Но вот он стоит. Радуемся. Спасибо.
Республика одной из первых вошла в программу федерального фонда. Всего в программу вошло 10 проблемных объектов. По 6 объектам дольщикам осуществлены выплаты. По 4 объектам принято решение о завершении строительства. 3 из них сданы. Текущий объект будет введен до конца этого года. Таким образом, права пострадавших граждан будут полностью восстановлены до конца 2023 года. Марфелина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Более полумиллиона штрафов заплатили владельцы собак в Якутии за нарушение правил содержания домашних животных. Самым распространенным нарушением остается самовыгул. Собаки безнадзорно бегают по городу, пугая детей, нередко нападая на прохожих. Продолжит тему проблемы Александр Хавренко. Проблема безнадзорных животных остается острой для республики. Несмотря на предупреждения и принимаемые меры, владельцы собак по-прежнему отпускают своих питомцев на самовыгул. Только в 2023 году специалисты департамента ветеринарии участвовали в более чем 800 рейдах, половина из которых прошла в Якутске и его пригородах. Выявлено 656 нарушений, в связи с чем 634 владельца привлечены к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 564 100 рублей. Также 196 владельцев получили предупреждение. По правилам содержания животных владельцы должны выгуливать собак на поводке и в наморднике. Без намордника могут находиться собаки ниже 35 сантиметров в холке. Выгул домашних животных запрещен на территориях больниц, школ, детских садов, детских площадок. В ходе рейдов безнадзорных собак отлавливают и доставляют в пункт передержки. Сейчас пункт переполнен, в нем находится более 1300 собак. И эта цифра ежедневно меняется. Какие-то владельцы приезжают за своими питомцами, а кто-то забывает о своем четвероногом друге. Мы придерживаемся абсолютно всем правилам, то есть собака 30 дней, за 30-дневный срок отбывания у нас, то есть она стерилизуется, кастрируется, вакцинируется, проходит все нужные мероприятия, также она чипируется и биркуется при кастрации и стерилизации. К сожалению, выпуска у нас пока нет, есть распоряжение мэрии, то есть дабы обезопасить город и чтобы не было ситуаций, скажем так, плохих, собаки находятся все здесь. Сейчас в пункте передержки идет активная подготовка к зиме. Достраиваются и утепляются будки и вольеры. Но места катастрофически не хватает, так как практически ежедневно сюда доставляются отловленные на улицах города собаки, хозяева которых проявляют беспечность по отношению к своим животным. Александр Хавренко, Семен Семенов, Якутск. Государственными инспекторами по охране труда в Якутии выявлено 447 нарушений, возбуждено 870 дел по нарушению требований охраны труда, вынесено 538 предупреждений и 332 штрафа. Среди самых распространенных нарушений среди работодателей названы непроведение медосмотра и обучения, а также невыдача средств защиты. Само ведомство в последнее время делает упор на увеличение количества профилактических мероприятий. Всего по итогам выдано 141 предписание. Свыше 2700 бойцов стройотрядов работали по всей России в текущем году. Чаще всего стройотрядовцы занимались на строительных и промышленных объектах региона, сообщил об этом министр по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петр Шамаев. Бойцы студотрядов участвуют во многих стройках, благоустройстве территории, работают вожатыми в детских летних лагерях, проводниками на железнодорожном транспорте. Большой положительный опыт работы, их эффективность ранее отмечал и глава Якутии Айсен Николаев. В Ленске заканчиваются работы по обновлению одной из центральных улиц бульвара Аюнского. Сегодня подрядчик ведет установку детских и спортивных площадок. Появилась и смотровая на берегу реки. Проект с говорящим названием «Путь к реке» планируется завершить уже к концу ноября. Подробности в материале наших коллег. Лавочки с резным национальным орнаментом, детские игровые площадки, качели, песочницы и игровые зоны из дерева. Все это установлено подрядчиком в сквере по улице Аюнского. Сегодня по обновленной улице не спеша прогуливаются ленчане, рассматривая появившуюся красоту. Очень красивую дорожку сделали, такой оригинальный дизайн. И в конце вот к осени стали скамеечки красивые с рисунком, орнаментом. И смотрю, вот новые сергии появились, с каждым днем становится красивее. И местные жители с матерью, с маленьким ребенком, колясочка с удовольствием отдыхают.
Ближе к реке появилась спортивная площадка с уличными тренажерами, скейт-парк, тантрек и воркауты. Тут же неподалеку расположилась смотровая площадка. На бульваре потихоньку начинает появляться композиция «Ворота Алмазного края», представляющая из себя круглую площадку в виде якутского календаря и метафора алмазов и светоотражающих пластин. Очень хорошо, красиво, но скамеечки поставили, можно посидеть, отдохнуть. Особенно нам, бабушкам. С внучкой гуляем. Ну, выходные гуляем с ней здесь, ага. Тротуары, велосипедные дорожки – тут есть все. Каждый ленчанин может найти себе занятие по душе. Полное окончание работ намечено на конец октября. Осталось также получить нам опоры освещения, которые выполняются по индивидуальному проекту. То есть пока что идет все по план-графику. И надеемся, что мы до 30 октября, как вам положено, произведем работы. В ноябре месяце у нас идет постановка в казну города Ленска. Надо сказать, что все арт-объекты были изготовлены местными мастерами. Обновление бульвара стало возможным благодаря победе во всероссийском конкурсе лучших проектов «Малые города и исторические поселения». На реализацию проекта было выделено 120 миллионов рублей, 85 из которых из федерального бюджета. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На полях 7-го Всероссийского форума многофункциональных центров оглашены результаты Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ-2022». Центр «Мои документы Якутии» стал победителем в 2 номинациях конкурса «Лучшая региональная сеть» и «Лучший универсальный специалист МФЦ», в том числе благодаря участию в конкурсе Нерюнгринского отделения. Все подробности у Ивана Лазаренко. Несмотря на большую отдаленность отделений, Центр «Мои документы Якутии» сохраняет единый стандарт обслуживания на 2 языках – русском и якутском. Куда бы ни обратился заявитель, он встретит высокий стандарт обслуживания МФЦ по всей республике. Услуги у нас оказываются в полном объеме. В принципе, посещаемость у нас хорошая. Главным нашим достижением, конечно, была победа Александры Гриневич на российском конкурсе. Это прямо наша звездочка. Она очень много готовилась. Мы за нее очень переживали. Ну, в целом, работа отделения идет своим ходом. Предоставлять государственные и муниципальные услуги не просто на высоком профессиональном уровне, а делать это лучше всех в стране. Именно так работает специалист многофункционального центра «Мои документы» Нерюнгринского района Александра Гриневич, которая на всероссийском конкурсе МФЦ победила в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ». За звание лучшего универсального специалиста МФЦ России боролись 65 сотрудников МФЦ со всей страны. В ходе конкурса участникам предстояло пройти отборочный и финальные этапы. Среди них оценка анкет конкурсантов, профессиональное и психологическое тестирование и видеопрезентации. Конечно, была огромная поддержка от коллег. Особенно у нас была большая такая подготовка, которая началась с января месяца этого года и не прекращалась вплоть до последнего этапа собеседования, который прошел 21 июня этого года. Готовились мы очень усердно. У нас была подготовка, начиная от повторения теоретических знаний, там, нормативно-правовых актов, разбор жизненных ситуаций различных, до работы с психологом даже. Также у меня были организованы встречи с руководителем МФЦ Якутии, благодаря которым я тоже получила ценные советы и наставления. Заслуженная победа в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ», кстати, это первая в истории Якутии победа в этой номинации, стала дополнительной мотивацией Александре к дальнейшему профессиональному образованию и росту. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. В перинатальном центре выписали новорожденных. Торжественное мероприятие приурочено к Республиканскому дню матери и Всероссийскому дню отцов, который отмечается в 3-е воскресенье октября. На торжественные выпуски побывала и моя коллега Мария Кардашевская. С праздником. По уже старой доброй традиции в перинатальном центре устроили торжественную выписку для детей, родившихся в день, в который вся страна отмечает День отцов, а республика отмечает День матери. Героями дня сегодня стали 12 малышей. Половина на половину, 6 мальчиков, 6 девочек. Ну, редко такое бывает, обычно кого-то больше. Причем из них 4, которые родили первый раз, 4 семьи стали многодетными. 2 семьи у нас тоже, 6-й и 7-й ребенок. Ну, то есть у нас очень хорошая такая традиция. Мы надеемся, что те 4 человека, которые первые роды, они придут к нам еще.
Помимо поздравлений, малыши получили и свои первые документы – свидетельства о рождении. Ну а многодетным мамам вручили удостоверение многодетной семьи. Но и это еще не все. Сегодня наши мамочки, которые выписываются в торжественной обстановке, они станут обладателями сертификата «Дети столетия», который был учрежден в 2022 году главой республики и продлен на 5 лет ближайшие. Размер сертификата в этом году составляет 105 тысяч рублей. Одна из ставших теперь многодетной семей – семья Грязнухиных. В Республиканский день матери и Всероссийский день отцов супруги получили свой главный подарок – уже 3-ю принцессу. Глава семьи Василий приехал встречать любимую жену и доченьку и волнуется словно в первый раз. Мы приехали с Алёкинского района. Мы очень рады рождению дочки, такой знаменательный день. Мы очень благодарны работникам перинатального центра за такой теплый прием. Для Якутской республиканской клинической больницы торжественная выписка уже давно стала традицией. Уже 20 лет сначала в старом здании учреждения, а теперь и в новом перинатальном центре врачи провожают ставших им практически родными малышей в добрый путь теплыми словами и поздравлениями. И, конечно, заверяют, что будут продолжать эту добрую традицию. Мария Кардашевская, Иван Сорокаумов, Якутск. Издательство «Кескилл» стало победителем 9-го всероссийского конкурса детских СМИ «Волшебное слово» в номинации «Лучшее интернет-издание». Итоги в Калининградской области подвели. В этом году в конкурсе приняли участие представители 40 городов России и Беларуси. С 2018 года издательство начало активную работу по цифровизации. Сегодня «Кескилл» выпускает мультимедийный контент в сетевом издании, а также в социальных сетях. Придерживаясь концепции «Дети детям», издательство реализует свои проекты с участием юнкоров со всей республики. Самым ярким проектом из них является видеорубрика «100 фактов о Якутии». В честь своего 30-летнего юбилея Алмаз-Эргиен-банк запускает акцию «Миллион на развитие». Республиканский банк окажет благотворительную поддержку социально значимым инициативам и проектам. Это может быть расширение библиотечного фонда, создание уютного места для отдыха, косметический ремонт в школе, создание безопасной детской площадки и многое другое. Конкурс проводится в районах, где расположен Алмаз-Эргиен-банк. Участие смогут принять некоммерческие организации и органы местного самоуправления. При этом участники конкурса будут разделены на 3 группы в зависимости от территории реализации проекта и численности населения. Победитель каждой группы получит 1 миллион рублей на реализацию своего проекта. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 ноября как в бумажном, так и в электронном виде. Победители определят все народные голосования. К участию будут допущены не более 3 проектов от каждого муниципального района, входящие в состав любой из 3 групп. А само голосование у нас будет проходить за лучший проект с 1 декабря этого года по 31 января 2024 года в нашем мобильном приложении АЕП онлайн. Жители республики должны будут найти свой район и проголосовать за понравившийся проект. В Южной Якутии октябрь выдался щедрым на теплую погоду. Для лыжников, прибывших в Алдан на учебно-тренировочные сборы, малое количество снега представляет серьезную проблему. В перспективе руководство Центра спортивной подготовки рассматривает возможность установки системы искусственного орошения. Как решается ситуация, сегодня узнали наши коллеги. Центр спортивной подготовки вновь принял лыжников и биатлонистов. В ближайшие недели учебные тренировки в Южной Якутии проведут команды ряда регионов, а также сборные России и Белоруссии. Между тем, первая половина октября выдалась щедрой на мягкую, почти без осадков погоду. Первый обильный снегопад прошел всего 3 дня назад. Трассы покрыты недостаточно, и в настоящее время сотрудники Центра спортивной подготовки возят снежную массу из лесного массива. Пытаемся выжать максимум из этого покрова. Там вот только что мимо нас проходили ребята с сервисной команды сборной России по лыжным гонкам с лопатами, которые занимаются именно тем, что набрасывают из леса снег на трассу, чтобы хоть сколько-нибудь создать устойчивый покров для проведения тренировок. Учебно-тренировочные сборы для спортсменов чрезвычайно важны. После лета организм адаптируется к новым нагрузкам. Таким образом, в период вкатки закладывается физический актив на предстоящий сезон. Послабления и простои на сборах недопустимы, и по ходу дела в график тренировок пришлось вносить коррективы. Первый микроцикл – это 5 дней. Мы вообще без снега были, пришлось тренироваться, как мы говорим, на земле. Это беговые тренировки на роллерах, там, в тренажерном зале побольше. Вот, акцент на стрельбу сделали больше.
Метеорологические сюрпризы в виде теплой погоды и отсутствия снега октябрь преподносит не впервые. Меньше зависеть от капризов погоды спортсменам могла бы помочь система искусственного оснежения. В перспективе руководство Центра спортивной подготовки рассматривает вопрос ее установки. Необходимо выкопать искусственный водоем для забора воды и поставить буквально там 2 снегогенератора с насосной станцией, которые будут этот снег настреливать в районе стадиона, а потом с помощью погрузчика и самосвала развозить его по трассам. И более того, этот снег, он с технической точки зрения даже лучше природного, то есть он быстрее. Мы можем, в принципе, значительно раньше начинать снежную подготовку, если будет искусственное оснежение. То есть это буквально там с самого начала октября, может даже с конца сентября можно будет начинать. Это может дать некоторые преимущества нам перед особенно европейскими спортсменами. А пока прибывшие в Алдан сборные уповают на милости от природы. Впрочем, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются обильные снегопады, а столбики термометров опустятся до минус 10 градусов по Цельсию. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.